канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй перадачы. Гэта палітычны аналітык Ян Аўсеюшкін. Ян, прывітанне. Добрый день. А таксама расійскі палітолог, намеснік рэдактара сайту Carnegie.ru Максим Самаруков. Максим, здравствуйте. Добрый день. Тему нашей сегодняшней гутаркі я б сфармуляваў так. Ці абароніць Расія Лукашенко? Вядома, што некалькі дзён таму адбыўся інцыдэнт, скандал з пасадкай самалёта Ryanair у Менску, прымусовай пасадкай і затрыманнем двух чалавек, журналіста Романа Протасевича і яго сяброўкі, таксама журналісткі, расіянкі Софіі Сапегі. Протасевич, трактаваўся як адзін з самых вялікіх ворагаў беларускага рэжыму, вот ён такім чынам папаў у яго рукі. Сёння Александр Лукашенко выступіў у парламенце, зрабіў некалькі важных заяваў. Я літаральна, штрых-пунктирна асноўныя тэзы таго, што ён менавіта заявіў. Што Захад перайшоў ад арганізацыі бунтаў да этапу здушэння, меліся на ўвазе, відаць, тыя санкцыі, у тым ліку першую чаргу авіасанкцыі, якія былі ўведзеныя еўразвязам. Далей, мэта Захаду – это растварыць расійскі народ, беларускі народ і прыступіць да здушэння свайго заклятага ворага расіяніна. Это, Максим, как раз вас тычыцца. Беларускае грамадства гатовае стаць фарпостам новай Еўразіі, і прагучала пагроза на адрас Захаду. Мы спынялі наркотыкі імігрантаў, цяпер будуць іх самі есць і лавіць. Варта прыгадаць, што літаральна праз 2 дні Лукашенко ізноў, вельмі часта апошнім часам, ляціць в Сочи на перамовы з Пуціным. Паводле яго словаў, там будуць абмяркоўваць эканоміку, але так выглядае, што на фоне этого крызісу з самалётам не толькі. Максим, як вы лічыце, якую пазіцыю Расія зойме у гэтым крызісе? Зараз гучаць размовы пра тое, што, можа, Расія сама за этим все стаяла, можа, она в дадзеным выпадку Лукашенко просто лялька выступаў, так бы мовіць, а все это насамрэч спецаперацыя, так сказаць, Петрова і Башырова чарговая. Але в любым выпадку, якой, на ваш погляд, будзе рэакцыя России? Да, звучат вещи, что это Россия все организовала, и, конечно, мы с уверенностью ничего не можем сказать, может, конечно, и так быть, Россия на многое способна, но я, честно говоря, мне кажется, что произошедшее настолько хорошо укладывается в характер Александра Григорьевича, что тут нет никакой необходимости додумывать какие-то сложные схемы и впутывать сюда Кремль и Россию. Да? Он не раз доказывал, что он готов арестовывать людей в очень чрезвычайных обстоятельствах и идти очень далеко, чтобы отомстить. Да? Свою мстительность, эмоциональность и готовность игнорировать вообще любые издержки ради мести он доказывал не раз, и, в принципе, все произошедшее укладывается в его обычное поведение в кризисные моменты довольно неплохо. И мне не кажется, что здесь нужен какой-то дополнительное участие Кремля, чтобы все это организовать. Тем более, что уже много раз обсуждалось, что Кремль очень боится сближения Белоруссии с Западом и всячески пытается обрубить белорусские связи на западном направлении, что, конечно, справедливо. Но я думаю, что Александр Григорьевич сам тоже довольно сильно боится сближения России с Западом. И то, что Россия за его спиной договорится с Европой там, или Соединенными Штатами о том, чтобы неплохо провести в Белоруссии какой-то там умеренного вида транзит, скажем. Да? И если мы вспомним, как Россия, например, сотрудничала с Башаром Асадом, то всегда, когда в Дамаске начинали бояться, что Россия как-то слишком активно ведет переговоры с США, и может договориться о сирийском транзите, каком-то неправильном, который не устроит режим Асада, то случались какие-нибудь химические атаки или еще какие-нибудь ужасные вещи, которые заставляли Россию четко выбрать сторону. Да?
случалось что-то такое неприятное, которое заставляло Россию опять плотнее встать к Асаду и забыть про налаживание отношений с Западом. И я совершенно не исключаю, что и Минск может исходить из такой логики, что если вдруг возникает какая-то высокая вероятность того, что Россия может договориться с западными лидерами о решении белорусского вопроса, то, наверное, стоит сделать что-нибудь такое, чтобы Россия была вынуждена сделать выбор, на чьей она стороне, и, скорее всего, этот выбор, естественно, будет в сторону Лукашенко, и вообще сам Лукашенко, он живет на конфронтации России и Запада, ему надо эту конфронтацию поддерживать, вот он и старается. Ян, и ваша оценка, и вот этих версий розных, розной ступени конспирологичности, что там русский след, русская провокация, русская операция, развели Лукашенко, як бы мовить, как хлопчика. И все ж таки больше широкое питание, вот послезавтра саммит, раз несколько дён у червені уже саммит Байден и Путин, а администрация Белого дома уже поведомила, что белорусское питание там будет, то вот Россия якую гульню будет гулять. Нават, до речі, незалежно от того, ці мела она до гэтага дачынення. За Россией, як писал Константин Леонтьев, Россия должна править бесстыдно. И в этом смысле она может как бы и кинуть нават и брат, или расклад батенька. Так вот, тем не меньше, як яна будет себя поводить в этой ситуации. И, магчыма, вы можете проанализовать уже яе паводзіны, там заявы і Пескова, і Захаровой, і Симонян, до речі. Ну, калі казаць наконт таго, адкуль магла выйсці гэтая правакацыя, хто быў яе сапраўдным аўтарам, то тут на гэты конт ёсць розныя меркаванні. Частка, напрыклад, праўладных аналітыкаў таксама прасоўвае думку, ну, умоўна праўладных аналітыкаў прасоўвае думку, што гэта ўсё на карысць толькі Маскве, і таму Лукашенко, і таму хтосьці зманіпуляваў Лукашенко такім чынам. Дакладна, канешне, мы пра гэта казаць не можам. Адзінае, што кідалася ў вочы, гэта рассінхрон рэакцыі, у тым ліку і беларускіх дзяржаўных медыя, і рассінхрон з расійскімі медыя, таксама, якія афіляваны з дзяржавай, таму што яны больш шчыльна супрацоўнічаюць апошнія месяцы. Лукашенко, можна сказаць, здаў інфармацыйны суверэнітэт, і калі гэтая правакацыя, гэтае затрыманне рыхтавалася загадзя, то загадзя пад яе мусіла рыхтавацца нейкае інфармацыйнае суправаджэнне. Але гэтага не адбылося, таму што адразу пайшлі розныя версіі. Пачаўся рассінхрон, штосьці ўкідвала Наталья Эйсмант, той жа там тэлеграм-канал Губазіку спачатку паведамляў пра затрыманне Романа Пратасевіча, пасля выдаляў, прычым паралельным трэкам у расійскіх каналах ішло пра тое, што гэта блестящая спецаперацыя, выкананая беларускімі спецслужбамі. Таму было бачна, што нейкага аднаго цемніку на ўсё гэта не было. І тое ж і вельмі цікавы разварот таксама, на які можна звярнуць увагу, як расійская інфармацыйная машына пасля таго, як у нядзелю казалі, што цудоўна, крута, выдатная аперацыя, на наступны дзень ужо пачалася крытыка ў бок Лукашэнкі па розных накірунках, і ад умоўных лібералаў, і ад умоўных яструбаў, ад усіх. Вось, гэта, канешне, ну, гэта выглядае так, што Лукашэнку збіраюцца браць у клешчы. Не ведаю, наколькі далёка гэта можа зайсці. Відавочна, што, ну, сыходзячы з сённяшняга выступу Лукашенка вельмі эмацыйна на ўсё рэагуе. І, можа, ён сапраўды баіцца, што яго, як кажуць, могуць зліць. Што за ягонай спіной сапраўды можа адбыцца нейкая дамова паміж Пуцінам і Байденам, наколькі маштабная яна можа быць, незразумела. Але зноўку жа гэта можа быць проста яшчэ адна гульня з расійскага боку, каб прымусіць Лукашэнку ўсё ж такі пайсці на сапраўдныя значныя саступкі у пятніцу. Напрыклад, тое, што гэта можа тычыцца і вайсковай базы, гэта можа тычыцца і продажу нейкіх буйных прадпрыемстваў, то бок пакуль яшчэ недастаткова дадзеных.
Максим, а вы назираете вот эти клещи, абцуги? Каб былі абцугі, трэба як бы два ляза. А як бы калі браць асноўную рэакцыю, ну, Захарова сказала: не вучыце нас калупацца ў носе захаду, вы самі, маўляў, там в 13-м годзе целого ледзь не прэзідэнта Балівіі захапілі ўвогуле. Вот. Песко, правда, сказал, что ну да, трэба разбираться. Маргарита Симонян, вот, якую процитовал Ян, батька, класс, молодец, красиво. Як она написала, я зайздрощу Беларуси. Вот редко, но тут, ну, красота просто неимоверная. Вот, так а какие клещи? Где клещи? Я бы не преувеличивал, насколько все эти реакции координируются и исходят из Кремля. Да, я думаю, что наоборот, каждый из тех, кто реагировал, пытался угадать, как надо реагировать, и в меру своей испорченности это угадывал. Да. Это не то, что им там разослали, что вы скажите то, вы скажете все. Как раз в России не только по этому вопросу, да, а в целом большая проблема понять, какую позицию на самом деле занимает президент. Потому что он так особо свое мнение не высказывает, да, и не только публично, но и даже в частном порядке встречается не так, чтобы часто со своими, так сказать, подчиненными. И главная проблема – это как раз, с одной стороны, попасть в его настроение, с другой стороны, там, не выйти куда-то за буйки и не сказать что-нибудь такого, чего он совсем не думает. И я думаю, все эти реакции, они были в основном, вырабатывались в рамках представления о прекрасном тех, кто их говорил. Да? Вот это их представление, какой должна быть реакция. И дальше они там, если сейчас появится какая-то общая линия, да, они под нее подстроятся и тому подобное. Но я не думаю, что тут идут какие-то уж такие большие страшные клещи, или что там Байден с Путиным будут обсуждать в Женеве через 2 недели, что им делать с Лукашенко. Я думаю, что они обсуждать будут совершенно другие вещи. И, в общем, Соединенным Штатам не особенно волнует их, какой режим сейчас в Беларуси, чтобы тратить этот саммит на обсуждение белорусского режима. Поэтому я думаю, позиция России, вот она какая сейчас есть, что на самом деле это внутреннее дело Беларуси, а Запад сам хорош. Да, это такая позиция довольно традиционная. И потом мы понимаем, что такое внутреннее дело Беларуси. Это значит внутреннее дело Беларуси и России, потому что мы в союзном государстве, то есть Россия там может в этих внутренних делах что-то предпринимать, а Запад не должен, да. И Запад вообще пусть сам посмотрит на себя, он сам такого делал, что никуда не годится. Я думаю, что эта позиция примерно и останется, и никаких больших изменений я в ней не предвижу ни по случаю саммита с Байденом, ни по случаю каких-то других событий. Максим, ну вот вы сказали, что Злучаным Штатам по великим рахунку все равно, який там режим в Беларуси. Але я думаю, что им не все равно, что отбывается в самой Беларуси в сенсе войсковым. И вот то, про что сказал Ян, что магчыма вот пятницу, послезавтра Путин скажет Лукашенко: ну, Александр Григорьевич, мы вас подтримали в такой ситуации, сказать, воюете с усім светом, поэтому, как умацаваць нашу с вами супольную оборону, надо завести до вас великие наши войсковые излучения. Ну, вот, как, скажем, в Армении, в Юмри, ну, вот, можно где-нибудь под Витебском поставить так само такую базу. И вот я думаю, что для американцев вот это не все равно. И вот такой сценарий, такой размовы, причем я кажу, незалежно от того, гэта зрабілі самі расейцы, гэта зрабіў сам Александр Григорьевич, но вот такая размова в пятницу может быть? Я думаю, нет, именно потому, что вы правы, американцам будет не все равно. И зачем спешить с этим? Ну, то есть никакой срочной необходимости у России размещать эту базу нет. Зато сейчас есть возможность хоть какого-то диалога с Вашингтоном и хоть какое-то, ну, сохранение вот той вот деэскалации, которая установилась в последние месяцы в отношениях между Россией и США, да, какого-то минимального конструктива. И зачем же сейчас бежать впереди паровоза с этой базой и портить встречу с Байденом заранее, когда можно в кои-то веки попробовать поговорить конструктивно. Все встречи, которые предшествовали этому саммиту, была встреча Лаврова-Блинкина, была встреча Патрушева, да, с Салливаном, они все прошли, в общем, куда лучше ожиданий. Обе стороны вели себя сдержанно, никто никому лекции не читал, пытались найти какие-то темы для конструктивного разговора старательно. Поэтому я думаю, что сейчас пока такая вот складывается вроде бы неплохая ситуация в российско-американских отношениях,
портить все это ради размещения базы в Беларуси, от которой-то особого толку срочного нету, ну зачем же это делать? Никто не будет такое делать, я такое не ожидаю. Ну, а вот все-таки той, як бы, новой, скажем так, изоляванасцю Лукашэнкі, якая, ну, вот гэтымі днямі як бы адбылася, і яно хутчэй за ўсё так і будзе. Цяпер увогуле як бы і самому Лукашэнку, і нават простым беларусам паляцець няма куды, как Высоцкі пел. Я лечу туда, где принимают, а принимают Москва, Пекин, Стамбул, все, больше никуда. Вот, то не будет спокусы как-то этим скористаться. Ну, но это же изоляция, она же не исчезнет через 2 недели. Да? Можно подождать немножко и посмотреть, как дальше будет развиваться ситуация. Да? Эта изоляция, пока она только углубляется. И никаких возможностей, ну, никаких вероятности того, что она вдруг начнет исчезать, нету. Да? Угрозы того, что Беларусь... Вы с такой милой усмешкой про это говорите? Нет, ну... Так уж получается, да, как бы тут даже без особых усилий с российской стороны вся эта изоляция идет все глубже и глубже. И, может быть, если подождать еще несколько месяцев, там еще лучше будет ситуация. Что спешить сейчас это фиксировать прибыль, да? Может быть, подождать еще чуть-чуть, и там можно будет еще больше зафиксировать. В общем, не знаю, я не верю, что сейчас Россия... Вот столько уже было возможностей. Если бы Россия хотела срочно что-то зафиксировать, то с прошлого августа таких моментов, когда надо было бросаться и срочно фиксировать, было навалом. И еще даже поудобнее моменты были, чем сейчас. Поэтому, я думаю, общий вектор движения белорусской внешней политики, он в ближайшее время не изменится. Понятно, куда он указывает. И поэтому, в общем, подождали 25 лет, подождем еще 25 минут. Ян, до вас у меня такое дзіцячае пытанне. Вот Лукашенко, ну и весь официоз довольно подробязно тлумачит, что это там самолет сказал тое, диспетчеры сказали тое, там не приняли, Хамас, там некие электронные листы. То есть вся размова была как бы и аргументация на конт того, что вот как бы ці правильно, ці справедливо посадили самолет. Але есть інший аспект. До речі, на які доволі часто спосилається і білоруський бок от у вчорашній ноті Україні, що, мовляв, ми пам'ятаємо, як Україна в 16-му году летів білоруський самоліт, не долетів до Мінську, значить, диспетчери повернули, там навіть пригрозили самолітами, під ім'ям так само знищальник. Самоліт прилетів в Київ, Жуляни, відповідного пасажира достали, с ним поговорили, обшукали. Посадили назад в самолет, и он спокойно полетел в Минск. Потом там в Москву куда-то. То есть версия, ну, как бы вариант про то, что белорусский бок, хорошо, могли посадить самолет, там, обшукать с собаками, тенема бомбы, посадить Протасевича обратно в самолет и отпустить. Тогда бы инцидента просто не было. Тогда бы была, ну, просто невеликая накладка, самолет спинился, полетел далее, никого не... Вот мне цікаво, чому белорусский бок нават не абмяркоўвае гэты варыянт, что можно было бы этого человека просто не чапать. Нават калі да яго ёсць прэтэнзіі, але, ну, ёсць, что так сказать, народная бяспека, авиабяспека. Ладно, махнем руку. Это пытанне, этот вариант нават не абмяркоўваецца. Чаму? Па-першае, таму што Роман Пратасевіч зараз адзін з галоўных ворагаў дзяржавы і асабіста Александра Лукашэнкі, таму што ягоная дзейнасць у тым ліку на пасту галоўнага рэдактара тэлеграм-канала «Нехта», я ўпэўнены, выклікае яго вельмі моцныя, такія асабістыя персанальныя эмоцыі ў дачыненні да гэтага. І адпусціць такога ворага, я ўпэўнены, Лукашенко бы пагадзіўся заплаціць значна вышэйшую цэну, пры тым, што і зараз яна вельмі высокая. Плюс былі звесткі, што Роман паведамляў, што за ім сочаць яшчэ ў аэрапорце Афін. То бок, зноўку жа, што гэта аперацыя рыхтавалася загадзя. Вось. У тым, што ўвогуле тычыцца, і рэакцыі, то бок бачна, што Александр Лукашенко не чакаў такой рэакцыі захаду. То бок ён вядомы сваім вельмі вольным трактаваннем любога заканадаўства, у тым ліку міжнароднага. І калі ён лічыць, што гэта паветраная прастора Беларусі, так ён можа і рабіць зноўку там усё, што захоча.
І гэта таксама і адрознівае сітуацыю d'украінскага кейсу, таму што гэты рэйс ён ляцеў, ну гэта рэйс з Афін у Вільнюс, то бок ён не мае, гэта не беларуская авіякампанія, ён нават гэты борт не ўзляцеў з тэрыторыі Беларусі, то бок Беларусь там не мае аніякага дачынення, як бы там ни было. Ян, я вот хочу еще спыніцца на этом альтэрнатыўным варыянце, які ввогуле не абмяркоўваецца. Ці не атрымліваецца так, што ён в пэўным сэнсе як бы абвяргае версію рускага следу. Уявім сабе, русские придумали, подставили, так сказать, напалохали Лукашенко, Лукашенко классную ідэю, але самолет сидзеў у Менску 7 гадзін. І калі нават на першую реакцию он, давай, заходим, мог человек подумать и вырашить, что, а может быть, как сказал Остап Бендер-Шура, восстановите статус-кво. То есть взять Романа, посадить в этот самолет, отправить, и тогда не было бы просто ніякага инцидента. То есть это сведчыць про тое, что вот эти 7 гадзін, так сказать, была магчымасць подумать, а не стали над этим думать. Мне здаецца, зноўку же гэта сведчыць аб пэўнай інтэлектуальнай дэградацыі рэжыму спадара Лукашенка, што яны не маглі пралічваць такія наступствы. І вось гэтыя заклікі сённяшнія да захаду «спыніцеся», што паўтарае знакаміты заклік Януковіча «остановитесь». Я думаю, гэта зараз рэчы аднаго парадку. То бок яны не чакалі, не ўсведамлялі такой рэакцыі захаду. І вось тое, што яны зараз якраз такі шмат акцэнтуюць увагу, што яны ўсё зрабілі па законе, якраз аб гэтым сведчыць, што яны разлічвалі, што яны нібыта нічога не парушаюць, што яны ўсё зрабілі правільна, што там дыспетчер сеў правільна і што ніхто нікога не прымушваў. Але, канешне, вельмі цікавы момант, які таксама сёння прагучаў, што ліст з паштовай скрыні быў атрыманы якраз у момант, калі самалёт увайшоў у беларускую паветраную прастору. Максим, у меня до вас питание про все ж таки вот эти клещи, обсуги, так сказать. Магчыма, нехта звяртае увагу на тое, на некі прывід одного з концов этих клещей, что МУС России выключил со своей базы вышуку Светлану Тихановскую и Павла Латушку. Тады, калі іх туды ўключалі, тлумачылася, што у нас саюзная дамова з Беларусью ёсць, саюзная дамова нікуды не падзеліся. А яны з этого спісу зніклі. І таксама можна звярнуць увагу на рэакцыю, у тым ліку і многіх афіцыйных прапагандыстаў, той же, скажем, Маргариты Симонян, такую, что вот в белорусских, так мовіць, застенках трымаюць рускую жанчыну, рускую дзяўчыну, и мы как бы ее будем оборонять, и ввогуле, что вот показывать эти стужки, так сказать, показания публичные, это не смачно, не вкусно. Вот кроки такого кшталту, яны про что сведчат? Российские пропагандисты, они на то и российские, чтобы отвечать за популярность в России Путина, а не Лукашенко. И это 20 лет это обстояло именно так, что российские пропагандисты должны делать популярным именно Путина и больше никого. Да? Они не должны, поэтому время от времени Лукашенко критиковать надо, да? В любом случае. Поэтому никто наказывать за слишком жесткую критику Лукашенко не будет, что мы видели не раз за прошедший год, когда там уж в прошлом августе можно вспомнить, что они говорили, да, а потом оказалось, что это они говорили от себя, да, и вся политика была направлена совершенно в другое русло, да, и они прекрасно перестроились, никто не вспоминал, что они там говорили. Тем более, что Маргарита Симонян любит создавать собственный образ как такой умеренно патриотической деятельницы, которая как бы не теряет здравый смысл, примерно соответствует основным мировым тенденциям. Она же такая все-таки отвечает за пропаганду вовне, да, она там следит за мировыми тенденциями. И вот она, как наших граждан, как вот США борется за своих граждан, и мы тоже должны постоянно следить за своими гражданами. Это скорее ее работа над собственным образом, чем какое-то отражение реальной позиции российских властей. Никто бы до нее эту позицию доводить не стал, да, чтобы она там что-то специально выражала. Мы помним прекрасно, как она сначала возмущалась тем, что российских журналистов там побили и задержали, да, в прошлом году. А потом сказал, давайте перевернем эту страницу, давайте перевернем, что же делать. У него как будто другие есть варианты ответа, да, если не переворачивать.
А что касается базы, ну, я не знаю, конкретно в этом случае может быть что угодно. Почему они там исчезли, потому что, может, просто технический сбой там или еще что-нибудь такое, да, но я думаю, что если в целом, конечно, в российском режиме всегда были и до сих пор остаются значительное количество людей, которые считают, что Александр Григорьевич слишком опасный партнер, он слишком непредсказуемый и вытворяет такие вещи, которые, ну, хорошо бы его как-то ограничить в его несдержанности, да, что вот сейчас он самолет там, потому что, например, даже с этим самолетом тут же заговорили, что может и Россию за это наказать-то, да, ну, раз как бы Минск не реагирует, но пусть давайте мы накажем Россию, чтобы она повлияла как-то на Минск, потому, ну, раз там не воспринимают напрямую, может быть, так с этой стороны зайти, да, и, конечно, значительная часть российского режима видит в Лукашенко источник угроз, и была бы рада, чтобы он как-то, ну, чтобы его дисциплинировали как-то, да. Является ли это шагом в эту сторону, конкретно эта штука, исчезновения там Латушка и Тихановская из базы, конкретно шагом в эту сторону я точно ответить не могу, но то, что в зависимости от состояния отношений с Западом и в зависимости от поведения самого Александра Григорьевича, отдельные крылья российского режима могут, те, которые антилукашенковские, как бы и пролукашенковские, усиливаться и ослабляться, это, конечно, неизбежно. И я думаю, что если сейчас саммит с Байденом пройдет удачно, ну или там как бы на минимально конструктивном уровне, то это, как всегда, скажется на более жесткой позиции Москвы по отношению к Минску. Ясно. Добре. Дякую велике. Дякую, Максим, дякую велике, Ян. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як події, вельми бурхливі події будуть розвиватися далі, вони можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода Преміум» і у телеканалі «Свобода». Дякую всього.